Российская академия наук в рамках форума «Историко-культурное наследие народов Евразии» состоялась международная научная конференция, посвященная вопросам этногенеза, истории, языка и культуры карачаево-балкарского народа. Организаторами выступили Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, Карачаево-Черкесский госуниверситет и Карачаево-Балкарский научный центр гуманитарных исследований. Ведущие этнологи, лингвисты, археологи, этнографы, искусствоведы и фольклористы обсуждали историю, культуру и происхождение народа, проживающего в двух республиках – Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Антропологически карачаевцы и балкарцы являются европеоидами кавказионского типа. А тюркские и иранские народы весьма разнообразны по своему физическому типу, но весьма отдалены от его кавказионского варианта. Во-вторых, народы Северного Кавказа говорят на языках северокавказской языковой семьи, а карачаевцы и балкарцы входят в кипчакскую группу тюркских языков с более ранним пластом, предположительно булгарским, которые пришли на Северный Кавказ, по мнению, например, Леонида Ивановича Лаврова, не ранее XI века, а в горах появились только после татаро-монгольского нашествия. Что по последним за 20-30 лет данным серьезно противоречит реальности. В-третьих, они якобы ассимилировали алан, а последние перешли на язык кипчаков где-то в 13-14 веках. При этом утверждается, что аланы до этого века говорили исключительно на иранских языках. На чем основывается данная, я бы сказал, гипотеза? На том, что в найденном в конце 19 века Струковом памятнике и прочитанном сперва Миллером, а затем другими лингвистами утверждается о явно иранском характере надписи, близкой дегорскому диалекту осетинского языка. Далее в подтверждение принадлежности алан к ираноязычным народам приводятся слова Аланина в сочинении Иоанна Цеца XII века. Другим аргументом является комментарий к Библии, где также, по мнению исследователей, видна иранская речь. Полиантропология. По карачаевцам и балкарцам в настоящее время изучено чуть более 10 черепов начала позднего Средневековья, из которых серия по карачаевцам составляет всего 2 экземпляра. При этом отсутствует сравнительный анализ между не только даже сохранившимися черепами, но и всеобъемлющих исследований по происхождению носителей кавказионского антропологического типа, присущего для карачаевцев и балкарцев. Не менее важной проблемой остается определение начала письменной традиции в Карачаево-Балкарии, как и на всем пространстве от Дагестана до Адыгеи. По сей день лингвисты продолжают говорить о том, что, мол, народы от Дагестана до Адыгеи стали письменными благодаря, как говорили в недавнем прошлом, политике партии и правительства, а сотни эпистоляриев, письменно зафиксированных генеалогических преданий, религиозно-дидактических произведений, переводов классиков мировой литературы, Библии в расчет не берется. Такую пагубную традицию следует пересмотреть, поскольку она носит не столько научную, сколько идеологическую подоплеку, навязанную еще в 20-е годы XX века идеологами Коммунистической партии Советского Союза. Участники форума рассказали о важности данного мероприятия. Никогда в истории карачаево-балкарского народа не было такого представительного международного форума. Это не только у нас, и у многих народов Кавказа и России, в общем-то, мало у кого в истории была международная конференция, где участники из нескольких десятков стран. И для нас, безусловно, это исторический день. Но и вместе с тем еще дело в том, что у нас в 1959 году была научная сессия, и после этого не было научных форумов, и академическая наука, будучи консервативной, до сих пор опирается на результаты 1959 года, а после этого уже прошло 55 лет, и историческая наука по карачаево-балкароведению продвинулась далеко вперед. Вот мы собрались обсудить это и зафиксировать сегодняшние достижения из науки по нашей истории. Это очень важное событие в истории, и оно имеет важное значение не только для карачаево-балкарского народа, а вообще для многих народов Кавказа, как северного, так и южного. К огромному сожалению, долгое время история многих народов Кавказа исследовалась по распоряжениям, в частности в советский период. Но сегодня открываются перед нами новые возможности к дискуссиям, к новым мнениям, новым идеям. И мы должны все это активно
использовать? Эта конференция, я считаю, что должна была состояться уже давно. Но, как говорится, хорошо, что наконец она состоялась, и хорошо, что ее организовал. Все это делается под эгидой Академии наук, Института этнологии, Института гуманитарных исследований Северного Кавказа, вот, Кабардино-Балкарского и Карачаево-Черкесского университета. Вы знаете, ситуация, которая сложилась с карачаево-балкарским народом, она была непростой. И это общеизвестно. Народ пострадал во время окончания Второй мировой войны. Пострадал. Народ был выслан. Ни за что. Вот. И тот период времени, когда они находились далеко в изгнании, вы знаете, он не прошел мимо. Дело в том, что те старики, которые туда уехали, которых выслали, вернее, вот, они передавали и сохранили язык своего народа и передали своему новому поколению, которые родились там далеко, в Алма-Ате, в тех местах, в Казахстане и в других местах, где они находились. Вот, и они таким образом сохранили язык. И когда вернулись, то удалось начать исследование этого языка. И не только языка, но и истории.